Здорово всем! Хочу обрадовать всех. Так, после продолжительных, надо сказать, продолжительных, у нас 60 участников на данный момент. Вот. Так что маленький эффект имеется. Я хотел бы предоставить минуточку. Во время эфира четвертого ножа хочу показать. Ножны вот такие, как березы. РВЛ 34. Я вам скажу, такого ножа моей практики, хвалю, не хвалю, перехваливаю, не перехваливаю, такого ножа моей практики еще не было. В том плане, что она, во-первых, тонкая. Тут где-то 3, местами 3,2. Сталь порошковая. Режет, не режет. Но главное, вот такая гибкость. Просто гуляет. Гибкость соотносительная по тонкости стали. Да, это есть, но она еще гибче, чем Эльмакс. Вот. И режущие качества некоторым части, некоторым местам, некоторым предметам, которые я тестировал, превосходит Эльмакса. Режущую кромку держит. Если Эльмакс загибается, потом восстанавливается, то этот не загибается, не крошится, и бабушкины зубы тоже не становятся. Вот, особенно по войлоку, по коварной штуке, по рогу Сахатова. Вот. И самое, еще один плюсом является этот ударопрочность. Вмятин так таковых нету. Не происходит такого. Вот. Ну, при тесте здесь я об кость рублю, строгаю, садится, не садится. Но обычно первый же тест, первый же, как говорится, кромочка, простонародье ссылочка, если она там немножко повредится, в Эльмаксе, РВЛ-ке такого нет. Что-то похоже с неолоксом, но
плотная, более плотная, но ударопрочность действительно есть. И очень, надо сказать, очень даже хорошая. На нем стоял и там, и тут пружины. Пик, пик. Зависит это от закалки, тоже имеется. Зависит от отпуска. В буквальном смысле из одной стали, без, как говорится, в кавычки, без понтов, можно сделать 5 режимов. То есть 56, 58, 58, 60, 60, 62. Это только 3. Максимум, конечно, 63, но это уже не РВЛ, это уже по его качеству уже не отвечает. Уже уступает, крошится, лопается. Рейша коронка имеется в виду. И гибкость уже теряется. И у нас в Якутии очень популярная сталь Г-65, которая содержит и может быть содержит более 58, может перевалить только лезвие. А так сам сталь 48 максимум. Вот. И вообще-то отрадно, что познаешь новое, как будто покупаешь новый телефон, тыкаешь, смотришь на возможности. Камера какая, то какая. Ну вот и в сталях то же самое я ощущаю. Песня. Это iPhone не 10, не X, а будущее. Меня очень удовлетворил. Вот. Да, если по ценам там выявить между разницей с Эльмаксом и РВЛ-кой 50-50. Малейкум. 50-50. Ну, гвозди. Там угольник какой-нибудь. Рубить, не рубить. Каждый сам знает своим ножом, как хочет, поступает. Но еще есть более крутые. Но пока мы на сегодняшний день я точно могу сказать, что РВЛ хорошая сталь. Я о нем слышал полгода назад. Не скрою. Сталь заморская. Шведы делают. В Америке очень популярная. И у них считается она простаком. Простая сталь. Легко ковается. Да, есть такое. Это не 300, не М, не С-390. Это не СПР, а не СПМ. 60-й, 20-й, 150-й. Она более мягкая, вязкое, очень хорошее качество. Это очень влияет на во время процесса ковки. Вот. Ну вот по термичке есть некоторые нюансы, которых надо испытать самому. А если говорят, на бумажке написано одно, а делается это другое, то им можно найти другое совсем, чем на бумажке. Как говорит мой очень хороший друг, и на заборе много чего пишут. Вот такое действительно существует. Каждый кузнец знает свой уровень, каждый кузнец знает по своему опыту, багажу. Этот похож на этот похож на этот, но это совершенно другое. При такой вязкости иметь такую режущую кромку.
Да, ну и ножик вышел тоненький. По мясу, по рыбе. Вообще гуляет, ребят. Ну, тут геометрия режущей кромки тоже имеет очень давних пор и до сих пор имеет очень большое такое влияние. Если у тебя угол такой, а режущая кромка вот такая, конечно, или вот такая, или вот такая, или вот такая, по-разному. Но каждый кузнец делает свой угол. Тут споры нет. Некоторые облизывают. Те знают, что такое это слово. Некоторые не облизывают. Некоторые точат до 6000 гритов. Это очень мелко. Почти сам войлок. Вот. Но это уже профессиональный. Итак, дорогие друзья, у меня еще одна хорошая новость. Я сегодня с уверенностью хочу сказать, что нашел человечка. Вчерашний эфир был не зря. Вот. И мне сегодня лично подъехали, лично рассказали. И я решился. Пока не буду, о ком идет речь. Пока не до последнего, до 20-го потерпим. А так 60 участников на данный момент. Вот, ребята. И сегодня понедельник. Осталось всего ничего. Раз, два, три, четыре. Ну, 5 дней. 4 дня. За эти 4 дня у всех имеются шансы приобрести 1 или 5. Я сейчас объясню, почему 5 ножей. В том числе, я сейчас конский волос тут доделаю, ножик готовик. Вот. РВЛ 34. И у меня есть еще один ножик. Тот самый знаменитый. Я же богат. Как пирожки делаю. Тот самый знаменитый Эльмакс. Но в хорошем смысле но. Имеет ряд преимуществ. Он более мягкий. Таким интересным рисунком ножик. Ну, у нас уже 5-й такой финишный. Только сегодня закончил. Сразу скажу длину. Мне это не трудно. 11,5. Эльмакс. Вот таким долом. Клеймо мастера. Рукоять вот такой. Не длинный, надо сказать, но не короткий. Как раз сезон охоты. Да, толщина тут есть 3,5, 3,7. Нет 4. Ножны, кожа. Коричневый. Как я обещал, 2 закончил. И сейчас посмотрим всю коллекцию, ради чего вы все так стараетесь, отправляете. Вот. Вот, ребята. 5 ножей. Из них 3 Эльмакс. Этот коротыш ЦПР и РВЛ. РВЛ-ка. Ножны такие, бычьим хвостом, кожа черным, коричневый.
То есть с моей стороны все готово. Жду 20 числа, как и вы. С вашей стороны есть огромный выбор. Аж 5 ножей. 5 суперских ножей. Билетиков-то всего. Ну, рекорд 10. Приобрели 60 человек. В основном по одному, по 2. Вот. О. Неужели из 5 невозможно выиграть? Из 5. В отличие от других, я держу слово. Вот. И буду держать не только слово, но и марку. Только для моих подписчиков. Только для вас. Стараюсь с утра до ночи, днем и ночью, светом, без светом. Ради благого дела. Все вы знаете, о чем я. Кто впервые смотрит, тот пускай пролистает, внизу посмотрит. Вот, изучит канал. И у меня сегодня 3-й человек спрашивает. Выходит ко мне связь, звонят. Эдуард, ну вот, я, допустим, куплю 5 билетов. Из этих 5 я выиграю все 5. Возможно ли такое? Но шанс 1 из 65 будет уже. Вот, если он купит. Ну ладно, потом говорит, правда ли то, что если мой билет выйдет 2, 3, а то и 5 раз, что я тогда выиграю все эти ножи? Это правда ли? Подтверждаю, это правда. Более того, вы еще выбираете из этих 5. То есть человек, который покупал 10 билетов, у него очень большие шансы. По-любому. Если посчитать из 60 10, например, 10 билетов уже у него. А у большинства 2, 1. Вот. Думайте сами. И я повторюсь, с прошлого эфира, другого такого шанса не будет. В следующий раз по 5 ножей вряд ли я закину. Вот. Вряд ли. Посмотрим. Один будет, наверное, 2 или 3, но не 5, ребят. Так что у вас перед началом охотничьего сезона наконец-то весна пришла. И, как я сказал, 5 ножей, значит 5 ножей. Все убедились. Вот. Я свое слово держал. Держу. Надеюсь, Wi-Fi никуда не улетит, не отключат. Светик будет, надеюсь. Хотя ремонтные работы до сих пор продолжаются, где-то говорят. Надеюсь, все будет хорошо. Вот, человечка нашел, надо сказать. Вот, и в начале эфира сразу сделаем доброе дело. Потом спокойненько приступим к нашим розыгрышам. Баночка будет маленькая, чтобы интерес был огромным. Ну, сосуд 3-литровый вряд ли заполнен, и половина вряд ли будет. Ну, посмотрим, распечатаю. Потом посмотрим, сколько там не влезет. Ну, а так билетика мало. Мало, ребята, мало. Без шуток. Вот. Так, еще сегодня день прошел очень быстро. Думал обед, оказывается 4. Ланч уже. Думал ужин, уже как бы уже устаем, спать собираемся, уроки читаем. То есть я
чем-то опаздываю. Итак, дорогие друзья, объясняю еще раз всем тем, кто подключился только-только. 60 участников. Вот, и если номер, не если, а номер выходит на крючке, тот номер звоню. Хозяин, будущий хозяин ножа, алло, алло. Выбираю такой-то. Поздравляю, этот нож уходит куда, спрашиваю. Не знаю, где-то там. Поздравляю, вам спасибо, сколько билетов приобрели и так далее. Хорошо, хорошо, до свидания. Все, 4 осталось ножа. Делаем еще раз. Никакого музыкальной паузы, никакой рекламы. Все в прямом эфире. Еще раз. Крутим, 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 вытащим. Алло, алло, откуда, сколько? Поздравляю. Вот так. Так что все зависит от вас, ребята. Честно говоря, сегодня я что-то подустал. И как обещал одному человеку, 20 числа побреюсь и выйду в эфир. До этого не буду бриться. Да и волосы у меня черные совсем. Коли вопросиков нет у народа, пойду, попрошу откланяться. Так, рельефная рукоять красивая, конечно. Не только она и удобная. Не скользит, если мокрая там кровь, сало. Не скользит. Привет, привет. Угу. Ну вот, вопросиков нету. Так что всем удачи. Репостните, ребята. Я еще там маленький ролик делал. Попросил брата своего. Он сделал. Репостните, потяните своих. Такого шанса вряд ли еще будет. Так что все зависит только от вас. Желаю успеха. Всем здоровья.